Граждане Абхазии имеют такое право, и для них, судя по всему, эта тема достаточно актуальна, если они зарегистрировали инициативную группу. Но если вы имеете в виду мое мнение, да, к этому вопросу, то, честно говоря, я считаю, что мы в начале года находимся, этот год заявлен как год бюджетного роста. Вы знаете, что у нас в районе немного более 3 миллиардов рублей было запланировано в предыдущие годы. Сегодня мы собственные возможности оцениваем 5,7 миллиардов рублей. Это серьезный показатель. И на самом деле мне кажется, что стоило бы хотя бы до конца года подождать и посмотреть, насколько правильна эта политика собственных возможностей. Это первое. И второе. Давайте чисто гипотетически представим, что референдум состоялся с результатом отрицательным для действующего президента, и он ушел с этого поста. Тогда возникает вопрос, приходит другой президент, который, понятно, мы все взрослые люди, что в течение года изменить ситуацию в экономике не сможет. То есть через год соберется народ с требованием, да. Ну, и исходя из того, что на самом деле, я так думаю, что мы больше руководствуемся эмоциями, а не каким-то серьезным анализом перспектив. Возможно, что ситуация повторится и будет периодически. То есть мы будем жить в состоянии перманентных референдумов. Это одно. Или второй, еще более худший вариант, когда тогда во власть должен будет прийти президент, который вынужден будет подписывать те документы, которые устроят нашего стратегического партнера, но не совсем могут устроить нас. То есть деньги в обмен на часть суверенитета или в обмен на суверенитет. Для того, чтобы что-то изменить, нужно хотя бы 2-3 года стабильно поработать. У нас на носу курортный сезон, который, по всем ожиданиям, прогнозам должен быть достаточно эффективным. Мы ожидаем проведения чемпионата мира по футболу среди непризнанных стран. На фоне всех этих событий, я уверяю, что средства массовой информации России с удовольствием используют этот козырь. У нас идет конкуренция за туриста, да, сегодня речь идет и о Крыме, и о многих других российских регионах, где можно отдыхать. На мой взгляд, это дестабилизирующий фактор. Я согласен с мнениями представителей оппозиции о том, что в работе нынешнего руководства существуют проблемы. И не склонен идеализировать работу нынешнего руководства, но если сказать откровенно, да, вот те годы, когда мы говорили, мы не можем, вы помните это время, да, мы сами не в состоянии, у нас это не получится, нам нужна помощь финансовая, без этой помощи мы ничего не можем. Это была одна концепция. А сегодня у нас другая концепция, я с ней согласен. Надо изыскивать средства и жить по средствам. Надо жить на свои, на заработанные деньги. Тяжело это дается, да, с ошибками, да, несомненно, у меня тоже есть ряд вопросов к нынешнему руководству. Но я считаю, что стратегия выбрана правильно. И из двух концепций, жить ли нам независимо на свои деньги, пусть и небольшие, или жить по частям, уступая свой суверенитет, но при этом нам будут помогать финансово, я выбираю первую концепцию. Вообще мне хотелось бы, честно говоря, чтобы наша политическая элита, к сожалению, политической элитой тоже ее трудно называть, была гораздо ответственнее. У меня такое впечатление, я никого не имею в виду, я имею в виду и себя. У нас часто бывает, что мы руководствуемся только эмоциями. И желание кому-то доказать, что он был неправ, а вот я прав или я лучше, он хуже, вот это желание, оно, напрочь, мне кажется, как-то может разрушить устои нашего еще не сильно развитого, не крепкого государства. В рамках последних событий, происходящих и в геополитике, и во взаимоотношениях между Абхазией и Россией, на мой взгляд, решение немного так опрометчивое. Почему? Потому что, как это будет выглядеть Абхазия, рейтинг наш, уровень, отношение к нам, когда руководитель стратегического партнера пригласил нашего президента, договорились, что несмотря на тяжелое положение в экономике Российской Федерации, они готовы оказывать помощь нам для того, чтобы... 2 миллиарда сегодня, я слышал, средства на национализацию банка. Это в определенной степени, я думаю, оживит нашу экономику, позволит чуть-чуть улучшить ситуацию в нашей стране. И мне кажется, надо чуть-чуть выждать время, подождать и посмотреть, что будет из этого. Я думаю, что оно немного поспешное.
не время сейчас. Вот события с такой скоростью сегодня происходят в мире. Да и у нас в стране тоже это затрагивает нашу страну. Знаете, по-мудрому, мне кажется, когда река начинает бурлить, для того, чтобы она не натворила чрезвычайных происшествий, надо пытаться эту реку спустить, уровень этой реки. А если ты в эту реку еще добавишь воды, то она может и тебя тоже снести. Поэтому я думаю, над этим, мне кажется, надо будет задуматься и как-то попытаться пересмотреть свои отношения к этому вопросу. Не время сейчас, мне кажется, будоражить общество наше. Мы настолько, я бы сказал, даже микроскопичны в масштабах мира, да и даже в масштабах России, если брать, да. И мы непосредственно связаны с теми процессами, которые происходят за пределами Абхазии. Мы от этого уйти не можем. Тем более, что мы еще в рублевой зоне находимся. И все, что негативное может происходить в экономике в Российской Федерации, оно достаточно ощутимо будет бить по нам. И я не верю в то, что сегодня, я не знаю, самого гениального человека в мире привести и поставить во главе Абхазии, что он сумеет изменить экономическую ситуацию разом в лучшую сторону. Да, ситуацию надо менять, ее можно поменять, но это кропотливый такой процесс, не одномоментный. И по временной промежуток, я не думаю, тоже достаточно серьезный должен быть. Для меня важно, знаете как, сегодня посыл со стороны руководства я ощущаю, который заключается в том, что есть усилия и продемонстрировать, прежде всего, нашему обществу, продемонстрировать нашим друзьям и недругам в том числе, что Абхазия заслуживает иметь собственное государство и изыскивать возможности для самостоятельного существования.